Приветствую всех, с вами «Киномания». Это любительская кинорубрика 15-го региона. Здесь я рассказываю о фильмах, которые мне понравились, ну или не очень впечатлили. И героем нового выпуска стала остинская лента «7 черных бумаг». Фильм вышел в широкий прокат символично 9 мая. Рассказывает он о периоде Великой Отечественной войны. В кинотеатрах Северной Осетии лента вызвала настоящий ажиотаж. Купить билет оказалось не так-то просто, особенно на сеанс с оригинальной озвучкой на остинском языке. 42-й год, мы оказываемся в высокогорье, в селении Коммунта, и сразу бросаются в глаза невероятные пейзажи, которые просто не могут оставить равнодушным. В центре истории Дзераса и ее двое сыновей Бечер и Дзамбулат. Они ждут с фронта главу семейства. Непростая жизнь в военные годы, когда в селе остались лишь женщины, старики и дети, а практически каждый день приходят похоронки черные бумаги. Печальные вести приносит юный почтальон Илас, образ которого, по мне, не совсем удалось раскрыть, он получился достаточно зажатым. Однажды два брата, Бечер и Дзамбулат, подговаривают его спрятать похоронки до конца войны, отсрочить плохие вести. Быть может, еще и потому, что мальчики не хотели прочитать там имя своего отца. Но судьбу не обмануть. Приятным открытием для меня стал старший из двух братьев Бечер. Убедительно, ярко, экспрессивно ему веришь. Узнав о смерти отца, подросток превращается в мужчину, защитника и отправляется мстить врагам. Мать мальчишек Дзераса – яркое воплощение образа слабой, но при этом такой сильной женщины с непростой судьбой. Чувствуется в ней что-то колдовское. И позже мы в этом убеждаемся, когда она водит ладонью над свечой, приговаривая шепотом. Просит она об одном – чтобы он вернулся живым. Мистике фильму придают и сны Дзерасы, в которых она видит возвращение супруга с войны. В картину довольно органично вплетены сюжеты из нардского эпоса. Рассказана история создания фандыра. Шердон, которого прозвали несчастьем нартов, сделал музыкальный инструмент из костей своих детей, когда обнаружил их убитыми. Играя на фандыре, он горевал по своим детям. Музыка фандыра – это плач того, кто не умеет плакать, повторяют герои фильма. Звуки инструмента мы слышим на протяжении всей ленты. Нардские сказания в фильме мы слышим из уст старца-мудреца Кудии, колоритного, моментами слегка пугающего. Его образ на экране воплотил Казбек Губиев. Из плюсов после просмотра фильма захотелось перечитать нардский эпос. «7 черных бумаг» – военная драма, где войны на экране мы не видим, а жизнь главных героев – это ожидание. Ожидание возвращения родных с поля боя, ожидание плохих вестей. Сказать, что фильм меня впечатлил, не могу. Это неплохая военная драма, вполне подходящая для семейного просмотра. Если вы уже посмотрели «7 черных бумаг», делитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся в новых выпусках «Киномании».